поселке была построена новая школа проектной мощностью 21 класс на 264 учащихся. Это долгожданный 624 учащихся. Спасибо. Этот долгожданный и радостный день 1 сентября 1981 года останется в памяти жителей поселка и станет началом истории Коктебельской общеобразовательной школы 1-3 ступеней. Давайте всмотримся в взволнованные лица взрослых и детей и ощутим вместе с ними эту радость победы и гордости за новую школу. Я не оговорилась, именно победы, потому что строительство школы далось нелегко. Здесь уместно сегодня вспомнить родителей наших учащихся, которые активно продвигали строительство школы. Это Конобеевская Антонина Степановна, Груенко Жанна Ивановна, Касьян Евгения Константиновна, Житко Раиса Владимировна, а также руководители поселка Издравец, которые помогли в оснащении школы учебно-наглядными пособиями и техническими средствами обучения. Кудрявцева Вячеслава Геннадьевича, Говора Виктора Егоровича, Бетштейна Иосифа Борисовича, Заболотного Владимира Дмитриевича и сегодня присутствующего у нас в зале, я думаю, мы поприветствуем его, Ишханова Сергея Михайловича. Этот кадр запечатлел первого директора нашей школы. Мы так подумали, что это тренировочное занятие зорницей он проводит. Красивый такой пейзаж, и он стоит во главе, по всей видимости, принимает все зачеты. Давайте вспомним наших учителей. За эти 30 лет в школе достойно отработали и ныне работают учителя. Одна из них это Харченко Галина Васильевна, учитель начальных классов. Амельянченко Алла Степановна, учитель английского языка. Островой Александр Григорьевич в своей теплице, учитель трудового обучения. Колосова Валентина Александровна, учитель математики, на уроке со своими учащимися. Костей Василий Петрович, учитель трудового обучения. Скитневская Людмила Васильевна, учитель математики. Чулак Станислав Петрович, учитель физической культуры. Павлович. Ковалева Елена Ивановна, учитель начальных классов. Только после педучилища. Но если вы узнаете в этом молодом человеке нашего голову Булык Алексей Николаевич, учитель украинского языка и литературы. Романова Галина Петровна, учитель русского языка в своем кабинете, который она создавала с волошинской тематикой. Многие выпускники сегодня присутствуют в зале. Фантикова Лидия Константиновна, учитель русского языка и литературы. Булыга Надежда Андреевна, учитель украинского языка и литературы. Мельничук Лилия Владимировна, учитель украинского языка и литературы. Емельяненко Галина Васильевна, учитель музыки. Алексеенко Галина Михайловна, учитель географии. Жирков Сергей Владимирович на уроке истории. Третьяк Сергей Викторович, учитель биологии. Янсен Татьяна Анатольевна, учитель немецкого языка. Гайдукевич Наталья Николаевна, учитель английского языка. Юртаева Татьяна Михайловна, учитель английского языка. Косерова Анна Васильевна, учитель физики. Это заседание
заседание школьного методического совета. А это линейка посвящения консультанты. Консультанты – это те ребята, которые отличались успехами в учебе и помогали учителям на уроках. Тогда это проводилось под лозунгом «Знание – сила», под руководством комсомола, партии. Вот одна из таких линеек. А это городское мероприятие «День гражданской защиты». Здесь мы в центре видим одного из директоров, который достаточно